использования цифровых ресурсов при подготовке к олимпиадам и государственной итоговой аттестации. Я тогда вкратце обо всем этом расскажу, а потом более подробно остановлюсь на том, что вам будет интереснее. Во-первых, мы используем сайт Рус-Алим. Да, перед вами лежат полезные QR-коды. К этим источникам мы обратимся чуть позднее. Я объясню, что мы изучаем. Рус-Алим. Чем интересен для учителей русского языка и литературы этот сайт? На этом сайте есть 10 разделов. Это история языка, фонетика, орфография, морфемика, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация. И все эти 10 разделов включают в себя 4 вкладки. Это теория, проверь себя, контрольные вопросы и словарь терминов. Когда ребенок изучил или группы детей изучили вот этот раздел, они могут обратиться к учителю, но обычно это все происходит под руководством учителя. Затем уже учитель направляет в администрацию сайта с просьбой отправить задание для дистанционной олимпиады. Затем получают задание дистанционной олимпиады, дети участвуют, учитель потом получает ответы от организаторов, проверяет, и потом уже можно провести дополнительную работу, ту, которая отсутствовала или где были какие-то пробелы у детей. Следующий сайт, который мы используем в работе, это Центр одаренных детей города Казани. На этом сайте за последние 8 лет собраны все олимпиадные задания. Допустим, возьмем за 2016 и 2017 учебный год. Здесь республиканская олимпиада школьников и всероссийская олимпиада. Мы заметили, что все-таки кое-какие задания, они повторяются из года в год, и то, что было лет так 5 или 6-7 назад, может повториться. Поэтому эти задания мы тоже с детьми прорабатываем. Например, здесь есть задание, а потом уже после того, как дети выполняют, мы вместе с ними смотрим ответы, проверяем или же находим вместе решение. Библиотека литературы Древней Руси. На этом сайте даны древнерусские тексты, и параллельно с древнерусскими текстами даются, естественно, их переводы. И, что интересно, тут даются комментарии по каждому разделу. Можно узнать сведения о возникновении, ну и вообще о изучении, об издании. Много всего по древнерусским текстам. Следующий сайт – это Национальный корпус русского языка. Этот сайт уже содержит тексты, прозаические тексты, начиная с 1700 года, то есть со времени петровских времен. Здесь мы видим и основной газетный, синтаксический, параллельный корпус, то есть множество корпусов. Почему этот сайт нам интересен, тоже чуть позже я вам скажу, потому что все-таки задания на Олимпиаде, на Всероссийской Олимпиаде тоже берутся относительно этого сайта. По всем предметам сейчас очень множество всяких групп и сообществ по подготовке и к олимпиадам, и к итоговой аттестации, и, естественно, для учителей русского языка и литературы тоже, например, ВКонтакте Олимпиадам или «Слава тебе, учитель», мы эти все группы используем, потому что эти группы создают именно те учителя, которые сами практикуют, сами занимаются подготовкой детей к олимпиадам и государственной итоговой аттестации. Грамота.ру – это справочный информационный портал. Здесь собраны словари из 20 томов, и здесь нас интересует словарь русского языка. Хотела бы показать вот словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка. Новый частотный словарь русской лексемы. Если посмотрим частотный список имен существительных, мы с вами увидим, что самым распространенным словом является слово «бог». Человек, который и так по всем частям речи можно найти информацию. И вот этот частотный словарь, он нам нужен при подготовке к олимпиадам. Такие задания уже встречаются в заданиях Всероссийской олимпиады. Лингвистика для школьников. На этом сайте мы чаще обращаемся к задачам лингвистическим. Наверное,
всех предметах есть какие-то и свои, так скажем, интересные задания, и одним из них у нас являются лингвистические задачи. Вот здесь база лингвистических задач, на этом сайте мы их прорешиваем. Дальше. Проект «Русские словари». Если раньше словари были у каждого ребенка дома, то сейчас мало у кого можно найти эти словари. А когда уже говоришь, на каком сайте, где они могут найти, естественно, иногда бывает результат. И вот на этом сайте собраны более 20 томов словарей и 19 томов уже по грамматике, справочных и грамматических материалов. Например, толковый словарь Ожегова, такой толстый словарь, здесь они тоже могут найти. Ну и не только Ожегова, здесь множество словарей. При подготовке уже к ОГЭ и к ЕГЭ, в первую очередь, мы обращаемся к сайту ФИПИ, Федеральный институт педагогических измерений, наверное, все предметы к этому сайту обращаются и открытым банком заданий пользуемся. Одним из любимых сайтов моих является сайт учителя русского языка Захариной Елены Алексеевны. Здесь данные как тесты по ЕГЭ, по ОГЭ, также и по другим классам, начиная с начальной школы и до 11 класса. А уже по заданию ЕГЭ тут есть и готовые тесты, и тренировочные материалы, и есть по отдельным заданиям. Что тут еще привлекает, допустим, если мы какой-то тест задаем, может кто-то им пользоваться, здесь можно и надо дать какую-то ссылку, уже прорешивать 10 заданий, нажимать на проверку, вписывать свое имя. Если целому классу задаем, то потом учитель просто открывает этот сайт и проверяет, какой ученик на какой балл он написал. И можно сразу поставить оценку. Сайт Перовой Инессы Николаевны, тоже учитель русского языка и литературы. Здесь, если карту сайта откроем, тоже материал и по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, по литературе, ОГЭ, и есть материал по подготовке к олимпиадам. По подготовке к олимпиадам, именно по письменности, по истории языка, по кириллице, реформы азбуки, то, что может встретиться и на олимпиадах, и материал по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. Ростьюторс. Этот сайт и для индивидуального изучения, для самостоятельного изучения. Здесь множество еще пособий, которые могут заказать или же купить онлайн ученики. И для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ здесь материала тоже много. Сначала они могут изучить, допустим, вот, теорию по заданиям, а потом уже прорешать какие-то конкретные задания. Тоже очень хороший сайт, советую. Следующее – это живые страницы. Живые страницы – это приложение, которое можно скачать на сайте Google Play или Play Market, как он сейчас называется. В этом приложении даны 22 произведения на русском языке и одно произведение, «Войну и мир», уже можно рассмотреть и на английском языке. Это, что это такое вообще? Если кто-то, вообще дети сейчас мало читают, и им надо вспомнить произведение, читать краткое содержание, или же узнать более подробно о каких-то героях, они могут обратиться к этому приложению. Здесь можно найти и карту каких-то героев, их судьбы. Сейчас я еще вам открою на телефон, тоже посмотрим. Конкретно по главам, по частям, по домам и ход времени, в каком году что происходило. То есть очень много интересного можно узнать. И главное, когда детям говоришь во время урока, откройте телефоны ваши, достаньте, им это особенно нравится, а живые страницы, когда они, допустим, характеристику какому-то герою могут списать или же воспользоваться каким-то приложением, это тоже для них интересно. Это в своей работе мы используем. Сейчас давайте посмотрим то, что перед вами лежит. Эти полезные блокноты. Сейчас, наверное, во всех телефонах есть сканеры, или вы просто можете открыть где фото. Вот, например, у меня
информация о сайте, да, перейти на сайт, Telegram, предпоследнее. Вот этот Telegram-канал собрал сборники ЕГЭ ОГЭ 2023 года. Здесь есть и сборники по литературе, информатике, математике, обществознанию, то есть не только русский язык и литература, и по другим предметам можно найти эти сборники. Например, ЕГЭ по литературе можно скачать этот сборник, а потом уже поделиться, допустим, у себя на свою почту отправить, и ваш сборник уже под вашей рукой. Вы можете и распечатать, уже не покупая дополнительные рабочие. Дальше. Эти листочки я вам дам. Потом. Как же создавать вот эти полезные QR-коды? Обратите внимание сюда. Есть такой, смотрите сюда, есть такой бесплатный сайт QR-кодер, генератор QR-кода. Вы туда нажимаете и получаете вот такую страницу. Генератор QR-кода. Если вы хотите, допустим, в виде кода QR-кода показать какую-то задачу по математике или по другим предметам, вы вводите вот сюда текст для кодирования. Внесли и нажимаете просто «Создать код». Или же, как я вот сейчас для вас подготовила, можно также ссылку на сайт. Вот, допустим, этот сайт для QR-кодов. Я копирую, сюда вставляю. И нажимаю «Создать код». И получаю код для этого сайта. Сейчас посмотрим. На этот код сейчас я навожу этот сканер. Что является? Результат. Перейти на сайт, и вы окажетесь вот на том сайте, именно на этом сайте. То есть вы уже сами можете закодировать в виде кода, показать какую-то информацию. Мы во время каникул какие-то задания по русскому языку и по литературе, название произведения в таком виде иногда даю, раздаем другие листочки, и уже дети задания при помощи или родителей, или со своими телефонами, они открывают. Ваши вопросы? Да, это вам, да, пожалуйста. Здесь, конечно, больше, наверное, русская литература. Да, вначале тоже можно использовать. А сборники ОГЭ и ЕГЭ это уже... Вопросы остались? Естественно, молодые. Сканер,